двигаемся дальше. Встречайте, самый большой парень в нашем клубе Слава Брешев. Раз! Блин, вы классные. Всем привет, друзья, меня зовут Слава, мне 24 года. И знаете, всю сознательную жизнь я вырос на микрорайоне Птицефабрика. И поэтому с самого раннего детства знаю, что жизнь курицы зависит только от настроения бати. Знаю, что ячейка яиц, ну так себе подарок на свадьбу. И знаю, что на свай это то еще говно. Но, знаете, Птицефабрика на самом деле это прекрасный район, потому что только там каждый день появляется новая жизнь. В том числе и появилась моя. У моей мамы были домашние роды, и да, я родился дома. Единственный, кто был рад в этой ситуации, это мой батя. Типа, на такси тратить не надо. И на фруктах сэкономили. И знаете, что самое интересное? Мои роды принимала моя тетя, которой в тот момент было 18 лет. И она сделала это идеально. Идеально, и все было очень хорошо. Просто 18 лет! Это же на самом деле еще ребенок. Я вспоминаю свои 18 лет. Я в свои 18 лет читал рэп и сидел в Мирке под ником Слава 18 Рус. Просто вы представляете, какая большая пропасть между... Марин, все хорошо, да, вот, головочку видно, все, да. Осторожно, главное, чтоб ничего не сломать. И это Славоград! Мои слова пропитаны уличным смыслом. Так, все хорошо. Нам нужны ножницы, чтобы обрезать пуповину. Ни хрена не Африка. Просто я удивляюсь. Это прекрасный человек. И знаете, когда я родился, батя первым делом меня наругал. Типа, ну, Слава, ну, ё-моё, ну, чистая простынь была. Кстати, ты Слава. И, знаете, с самого раннего детства родители не говорили мне, что меня принес аист. Мне говорили: Слава, тебя выплюнул диван. А мы с матерью смотрели «Поле чудес». Батя угадал слово и сектор приз просто. Пу! Мне очень сильно нравятся девушки с дефектами. Это вот, которые немножко картавят, у которых немножко необычная форма лица, с дипломом Байкальского. Что там еще у меня? Друзья, поаплодируйте, пожалуйста, те, кто в том году узнал, что чокопай можно разогревать в микроволновой печи, и он становится в 2 раза больше и вкуснее. Просто чокопай в России выпускается уже 26 лет. И вам не кажется, что вот в этом году у них умер старый маркетолог? Ну просто, что такое чокопай? Это же... Это печенька, сверху которой глазурь, да? И зачем это скрывать 26 лет? Это же неприемный сын, да? Это можно было сразу рассказать. Или знаете, у меня есть такая версия, что этот маркетолог очень сильно боялся, что его уволят, поэтому хранил эту тайну все 26 лет. И вот в этом году этот момент наступил. Ему сказали: Алексей Геннадьевич, к сожалению, у Чокопая все хорошо, мы больше не нуждаемся в ваших услугах. И он: так, стоп, сука. Сейчас вы все ляжете. Так, пошел нахер отсюда. Кстати, классная идея. Классная идея, да. Работаю ведущим разных мероприятий и сижу на большом количестве разных форумах, на сайтах. И недавно наткнулся, что в Москве требуется ведущий на собачью свадьбу. Я такой: что? И я просто подумал, как же проходят эти все свадьбы. Больше всего в этом случае мне жалко стало ведущего. Просто вот что делать, да, если тебе надо провести конкурс, а молодожены в этот момент слиплись, да, вот. Приходится звать этих ребятишек с палками, да, чтобы все это дело убирали. Но, кстати, я заметил, что только на собачьей свадьбе невесту официально можно называть сукой. И не только ее, а также и их подруг, да. Вот эти суки-невесты, да, которые... Ну зачем Джессика выбрала Бобика, да? Никакой родословни. Он родился под гаражом. Его братьев утопили его. Лучше бы выбрал Рекса, тот вообще комиссар. И тут залетает ВДВшник: Джессика, ты меня не дождалась! Это кто? Это Панин. Все понятно, да? Знаете, друг болеет раком. Я ему каждый день говорю: Вова, сука, это просто грипп. Вот зачем болеть в этой позе? Ты ляг на кровать.
Выпей терафлю, не обязательно так стоять. Это... Терпеть не могу смс-сообщения от банков, которые содержат следующую информацию. Вячеслав, вам одобрен кредит в размере 300 тысяч рублей. Для того, чтобы его получить, вам необходимо обратиться в ближайший офис. И знаете, бесит не то, что это приходит все в 3 ночи, а бесит то, что когда ты приходишь в отделение банка, тебе, сука, отказывают, да? Знаете, на пятый раз я спросил: слушайте, а в чем причина? Вот мне приходит смс-ка, что мне одобрили этот кредит. Почему вы мне его отказали? И мне сказали: слушайте, рассылкой информации у нас занимается один отдел, мы занимаемся только одобрением. И знаете, я подумал: сука, это же как в жизни. Когда пацаны тебе говорят: Слава, ты видел, как Светка на тебя смотрит? Едь к ней, она тебе по-любому даст. Ты приезжаешь к ней, и она тебе не дает. Потому что рассылкой информации занимается один отдел, Светка занимается только одобрением. А у тебя там, сука, и поручители, и справки все. Спасибо большое.